Приветствуем! Сегодня мы погружаемся в историю уйгурского каганата. Это значит 744-840 годы нашей эры. Да, важный период. Часть большой, так называемой древнетюркской эпохи. Время такое, бурное. Взлеты, падения империй в Центральной Азии. И вот уйгуры– ключевые игроки. Совершенно верно. У нас есть источники китайские хроники, свои тексты потом появились. Они рассказывают о становлении, культуре, ну и о падении, конечно. Задача разобраться, что сделало этот каганат таким заметным, и почему его история, такая драматичная. Именно. Это ведь был период сложнейших отношений, культурных сдвигов. Да, каганат возник буквально на руинах второго тюркского каганата и очень быстро стал силой, с которой все считались. Начнем с истоков. Уйгуры, их китайцы знали как часть племен Теле. Теле, да, такой большой племенной союз. И вот интересный момент. В 605 году там был конфликт с западно-тюркским каганом, и уйгуры уходят в Хангайские горы. И там формируют свой союз 9 племен – Токус-Огузы. Вот, это и стало, получается, ядром будущей державы. Так и есть. А после падения первого тюркского каганата, это 630 год, их влияние, оно растет. Пытались даже свое государство создать. Была попытка, да, в 647 году. Но недолго оно просуществовало, пало в борьбе с тюрками Эльтариш-Кагана, которые возродили свой каганат. Новое государство, уже успешное, возникает в 744 году. И, что интересно, в борьбе с бывшими союзниками – басмылами, карлуками. Да, там все очень быстро менялось. И ключевые фигуры – это каганы Элитмиш-Бильге и его сын Бёгю-Каган. И вот они, кстати, помогли китайской династии Тан. Там было восстание Ань-Лушаня. Серьезное дело. Огромное восстание, да. После 755 года. И уйгуры вмешались. Это был их звездный час. Можно и так сказать. Это вмешательство принесло им не просто там добычу, богатства. Оно изменило их статус. То есть... Из простого кочевников где-то на окраине они стали, почти вершителями судеб в китайской политике на какое-то время. Престиж, влияние. Престиж, да. Но и опасные связи, ожидания. Столицей стал Орду-Балык. В долине Орхона это традиционное место. Центр власти степных империй. Именно. Каганат расширялся. Подчинили, например, чиков в Туве. А это вывело их прямо на границу с енисейскими киргизами. И вот отношения с соседями. С Китаем, как мы видим, все сложно. То союзники-спасители, то... Что разорители провинций. Да, эта двойственность была постоянна. А с кыргызами вы упомянули, они вышли на границу. А с енисейскими киргизами ситуация вообще особая. Уйгуры их как бы завоевали в 758 году, формально. Формально. Да, похоже, на практике подчинение было номинальным. Кыргызы сохранили своего правителя, автономию. Даже дипломатию свою вели. Представьте себе. И более того, они вошли в союз с Тибетом и карлуками. То есть фактически взяли уйгуров в стратегические клещи. Ничего себе. Да. И между ними шла такая долгая, источники называют ее позиционная война. Постоянное напряжение на границе. То есть давление снаружи было сильным. Тибетцы, карлуки тоже ведь соперники. И серьезные, наносили поражения. Взяли Бишбалык в 790-м. Это важный город был. Даже татары, которые вроде были вассалами, восставали. Пытались, да. Правда, их разгромили, но сам факт показателен. Спокойной жизни у каганата, похоже, не было. Но ведь не только войны и политика. Что внутри происходило? Культура. А вот внутри шло очень интересное развитие. Ключевой момент – это, конечно, принятие манихейства. Каганом Бёгю в 763 году. Да, именно им. Это была религия. Дуалистической персидского происхождения, она активно шла по шелковому пути. А почему именно манихейство? Это был чисто духовный выбор? Не думаю, что только. Скорее, геополитический шаг. Это сближало их с сагдийцами. А сагдийцы — это кто? Почему они так важны? Сагдийцы — это, главные торговцы и культурные посредники на шелковом пути в то время. Ираноязычный народ. Их общины были везде. Понятно. И принятие их религии, манихейства, укрепило связи. Экономические, культурные. Но ведь это, наверное, не всем понравилось. Точно. Был даже антиманихейский переворот. Кагана Бёгю убили.
Но потом уже новая династия в 795 году вернула манихейству статус. Назвали его «религия света». И еще один важный момент – письменность. Обязательно. С IX века распространяется древнеуйгурское письмо. Оно было создано на основе сагдийского алфавита. Собственная письменность – это всегда большой шаг. Огромный. Это и управление государством, и, конечно, культура, литература, религиозные тексты на своем языке. Это закрепляло их идентичность. То есть язык был тюркский, а письмо на сагдийской основе. Да. Язык — прямой наследник языка древнетюркских рун. Но графика новая. Очень развитая система. Культурный расцвет, значит, был, сложные внешние связи, но конец истории печальный. Увы. Вот та самая 20-летняя война с енизейскими киргизами, она закончилась катастрофой. В 840 году. Да. Источники говорят, из-за измены одного уйгурского военачальника — Цюлю-Махе. Кыргызская конница ворвалась в столицу, в Орду-Балак. И все. Захватили и разрушили. Это был конец уйгурского каганата. И начало периода, который называют кыргызским великодержавием. Именно так. А что стало с уйгурами? Народ же не исчез. Нет, конечно. Выжившие рассеялись. Кто-то ушел к киданям на восток, часть в Китай. А другие? Большие группы осели в оазисах восточного Туркестана. Это Турфан, Джунгария. И в Семиречье. Там они создали свои государства, которые просуществовали еще долго. То есть наследие осталось. Безусловно. Часть уйгуров влилась и в другие объединения, например, в Кимако-Кыпчакское. Итак, подведем итог. Уйгурский каганат – это такой яркий, можно сказать, классический пример степной империи. Да. Стремительный взлет. Сложная игра союзов, вражды, заметный культурный след, религия, письменность. И драматический финал. Падение каганата, оно ведь перекроило всю карту Центральной Азии. Но культурное наследие, особенно вот язык, письменность, оно оказалось очень живучим. И влияло на регион еще столетия. И само расселение уйгуров — это тоже важный фактор. Формирование новых этносов, государств. Завершая наш разбор, вот о чем хочется подумать. Как принятие манихейства, такой книжной религии с международными связями, возможно, с иным взглядом на войну, чем традиционные культы степи, как это повлияло не только на культуру, но и, может быть, на политическую, военную стойкость каганата? Интересный вопрос. Да, вопрос без простого ответа. Но он заставляет посмотреть на историю уйгуров немного под другим углом.